Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир. Мы обсудим основные события сегодняшнего дня. Мы работаем в прямом эфире. Вы тоже можете к нам присоединяться. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона и адрес нашего скайпа. atr.tv – это наш адрес. Ну а по вайберу можете звонить нам абсолютно бесплатно. Плюс 38073 419 41 58. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Но я хочу представить гостей, которые к нам подключились. Артем Филипенко, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, а також Дмитро Левусь, політолог-міжнародник. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго вечера. Господа, давайте начнем нашу беседу со следующего информационного сообщения. В Крыму российские военные провели учения, в ходе которого отрабатывали ракетные удары по кораблям условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа соседней России. Как сказано в сообщении, в учении по обнаружению и уничтожению надводного корабля условного противника в акватории Черного моря приняли участие береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота России. Как мы видим, Россия продолжает незаконное проведение военных учений в акватории Черного моря, продолжает милитаризацию полуострова и милитаризацию сознания детей в школах. Вот как можно охарактеризовать вот эту ситуацию с милитаризацией, которая сегодня сложилась на территории временно оккупированного Крыма? Пане Артеме, начнем с вас, будь ласка. Безусловно, та политика, которую проводит Россия сегодня в Крыму, она направлена на превращение Крыма, так бы сказать, непотопляемый авианосец. Для России Крым имеет значение прежде всего как военная база. И только потом уже как курорт, потом уже как рекреационные ресурсы, как энергетические, как транспортные коммуникации. Тем более, что как транспортные, учитывая, что Украина закрыла крымские порты, фактически Крым исчез из той черноморской логистики, которая существовала до 2014 года. Поэтому, в принципе, расценивать это надо однозначно как шаги по изменению сознания, шаги по формированию, внедрению в сознание молодого поколения крымчан вот этого вируса российского шовинизма. И, безусловно, Украине следует реагировать на это, в том числе и, наверное, под более качественные информационные работы, направленные на Крым. Пане Дмитро, вот что мы можем делать с этой ситуацией, как мы можем влиять на это все? Я думаю, що в принципі так можна говорити і варто говорити про те, що скільки б чого Україна не робила, це буде, мабуть, і замало, і недостатньо. Я, наприклад, гадаю, що ініціатива, яка от Кримська платформа, да, яка була на найвищому рівні презентована під час сесії 70, яка була присвячена 75-річчя створення ООН на найвищому рівні, і вона є в тому плані дуже доцільною. І тим більше, що вона насправді, на відміну від інших ініціатив по Криму, вона є доволі опрацьованою і пропрацьованою на різних рівнях. Тут більше того, ми вже бачимо, що є є позиція іноземних партнерів, які приєдналися. Була заява відповідна польська, шведська. Є уже конкретний результат з Туреччиною, коли створена ця квадрига, тобто на рівні міністрів закордонних справ та міністрів оборони України та Туреччини створена ця робоча група. Тож це один із тих напрямів, які треба робити. Тобто наступний крок – це, звичайно, проведення великого міжнародного саміту. Щодо інформаційної політики, так, вона є недостатньою однозначно. Тобто
мовлення. Ну практично треба. Я не думаю, що це однозначно неможливо, але весь Крим має бути покритий принаймні, ну хоча б деякими з українських засобів масової інформації електронних. Вот вы затронули... Про радио, про телебачение, да. Вот вы затронули тему платформы по деоккупации полуострова. Вот российский референдум, понятно, заключается в том, что тема Крыма для них закрыта. Хотя в МИД, нашем МИДе говорили о том, что Россию все же будут приглашать на эту платформу. Вот, пане Артеме, как вы думаете, можно ли в рамках этой платформы разработать некую дорожную карту по деоккупации полуострова, если в ней не будет принимать участие сторона-агрессор, в данном случае Россия? Ну, во-первых, я думаю, что разработать дорожную карту можно и необходимо даже без учета России. Реакция России, она была предсказуема. Здесь надо понимать это, да, то есть Россия всячески будет избегать обсуждения крымской тематики, рассказа о том, что Крым, да, это часть территории Российской Федерации, поэтому никоим образом не подлежит обсуждению. Украина сделала, ну, как бы, да, правильный жест, дипломатический жест. Тем не менее, я думаю, что прекрасно украинские дипломаты отдавали себе отчет, что Россия на это не пойдет. Поэтому сегодня, как бы, задача Украины сформировать действительно в рамках Крымской платформы такой своеобразный круг союзников, да, выработать некие меры, направленные на деоккупацию. Я имею в виду, начиная от формирования общественного мнения и заканчивая вопросами, например, охраны Черного моря. Да, известно, что Россия пытается легитимизировать оккупацию Крыма, протаскивая, как бы, своих представителей от Крыма, от оккупированных оккупационных администраций, протаскивая их, например, в участие в Черноморской комиссии, да, по комиссии по охране Черного моря. То есть Украина должна, во-первых, мало того, что реагировать на это, но и, наверное, выстраивать новый алгоритм взаимоотношений с черноморскими государствами для того, чтобы противодействовать подобного рода попыткам легитимизации оккупации. А то есть до этого мы этим разве не занимались? Этим занимались. Украина, во всяком случае, даже была вынуждена пойти на блокирование работы там и той же самой комиссии по охране Черного моря, но здесь идет скорее многие из действий, которые предпринимала Украина, они были скорее реактивные, это была реакция, это была не некая продуманная стратегия. Сегодня речь идет как раз скорее о формировании вот целостного видения того, что мы должны делать, да, потому что, то есть, не отвечать на какие-то российские решения своим контррешением, а уже как бы планировать на долговременную перспективу. Это, к сожалению, наш большой недостаток у Украины, то, что у нас стратегические решения или не принимаются, или какие-то документы принимаются, но не исполняются. Поэтому сегодня, наверное, речь идет в первую очередь о стратегии. Стратегии долговременно мы отдаем отчет, что это решится, к сожалению, проблема не сегодня. Пане Дмитро, а как вы думаете, вот чем, допустим, крымская платформа будет отличаться даже от других международных площадок, на которых мы выступаем, на которых мы освещаем проблемы оккупированного полуострова, даже если взять последнее заседание Третьего комитета по правам человека в ООН, где была принята резолюция по Крыму, там тоже четко видно, какие страны нас поддерживают, какие не поддерживают, какие сохраняют нейтралитет и так далее. Вот чем, допустим, платформа по Крыму будет отличаться от каких-либо международных структур, которые нас, в принципе, поддерживают? Ну, по-перше, як правильно зазначив пан Артем, це саме українська ініціатива. Більше того, це перенесення нашої боротьби, да, на поле супротивника. Тим більше, що ми вже тут є і цьому підтвердження, є певні реакції. Для Москви це доволі було так неприємно, і вони почали реагувати саме в плані, ну, як вони реагують? Вони реагують так, як реагує саме чекістська ця держава. Да? Тобто вони ж у відповідь почали заявляти про створення української платформи там з деокупації України. Да? Тобто це зрозуміло, що це робив один із персонажів так званих депутатів Державної Думи. Чого так званих? Тому що він від Крима. І тобто він не може взагалі там ніяк
тут взагалі питання щодо легітимності Російської Державної Думи після того, як вибори прийшли на територію окупованого Криму, має постати перед світом. Тобто, але вони відреагували саме от перенесенням в таку емоційність, в применшення того значення саме от створення Кримської платформи з деокупації, от ніби так нівелювання її. Тобто, от, ну, як змогли, як так відреагували. Але тобто у них дієвого механізму заблокувати або там якось зробити так, аби не працювала ця українська ініціатива, поки що немає, але вони її намагаються применшити її значення в такий спосіб. Тому я думаю, от саме в цьому є і різниця. Саме це не, по-перше, це не реактивність, по-друге, це все ж таки опрацьованість, оскільки коли ці ініціативи створюються там на інших міжнародних майданчиках, то все ж таки тут там зовсім інша архітектура. Да? Тут та сама ОБСЄ, воно більше працює як все ж таки як бюрократична структура, і там зовсім різні цілі у тих держав, які представляються в цих організаціях. А тут архітектура саме українська. Отже, оця активність, наступальність позиції і саме Україною створена архітектура цієї ініціативи – це те, що відрізняє її від інших. Стоит ли рассчитывать на то, что вот в рамках этой платформы будут разработаны некие механизмы давления на Россию, возможное ужесточение санкционного режима против России? Пане Артема, как думаете, стоит ли нам на это рассчитывать? Но, во всяком случае, это не значит, что мы не должны предпринимать каких бы то ни было усилий. Да? Самый простой выход, какой мог бы быть, да, сказать, Крым не вернется, тогда давайте будем ждать, пока там, не знаю, что-то произойдет в России, не знаю, революция произойдет, развалится Россия. Если бы занимать подобную позицию, то, да, безусловно, наверное, можно не рассчитывать на то, что у нас что-то как бы получится. Если что-то предпринимать, то да, все-таки с расчетом на конкретный результат. Безусловно, может быть усовершенствован, в том числе и санкционный механизм, и который может быть, скажем, более совершенствован. Он может быть касаться в том числе нарушений прав человека, да, нарушений прав в отношении крымско-татарского меньшинства, да, это может быть в отношении людей, как бы, которые совершали преступления и преследовали непосредственно тех активистов сегодня, тех, кто сегодня занимает принципиальную позицию. То есть есть целый ряд механизмов, которые сегодня могут быть применены, которые еще до сих пор не восследованы. И, безусловно, это судебные иски, которые были в свое время подняты Украиной, уже есть успешные прецеденты. И задача, в принципе, если говорить в более стратегическом плане, это асимметричный ответ. Да, заставить оккупанта платить настолько дорогую цену за оккупацию, чтобы он в конечном итоге просто подумал бы, а не стоит ли ему от этого отказаться. Давайте обсудим еще одну оккупированную территорию – Донбасс. Там вопрос разминирования, обмена пленных, открытия КПВ и другие вопросы остаются нерешенными, поскольку Москва постоянно выдвигает все новые и новые требования. Об этом заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Вместе предлагаю его послушать. Ми не стоїмо на місці. Певний рух уперед є. Цей рух визначається основним рішенням, яке було прийнято тристоронньою контактною групою про всеосяжну тишу 22 липня. Але інших серйозних зрушень до миру немає. Однією з передумов свого часу була постанова Ради про місцеві вибори. А зараз передумова – ухвалення дорожньої карти, яку підготували ОРДЛО. Представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что Украина отказалась принимать план урегулирования от представителей ОРДЛО, так называемых, а требует официальной подачи документа от России. Вот что он говорит.
Ніхто Україні ультиматум не ставив. Радше Україна почала говорити жорсткою мовою з Росією. Радше це ми принципово поставили питання. Російська сторона вже давно не ставить ніяких питань про конституційні поправки. Тому що в мінських домовленостях давно написано про конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація з урахуванням особливостей самоврядування в ОРДЛО. Украинская делегация в ТКГ предложила организовать внеочередную встречу уже на этой неделе, так как до истечения срока прошлогодних договоренностей лидеров нормандской четверки в Париже осталось очень мало времени. Об этом сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Ми зробили пропозицію і пропонуємо цього тижня провести позачергове засідання. Тому що і до 9 грудня, коли спливає рік з минулорічних домовленостей, і взагалі до Різдва, після чого Європа піде на канікули, залишається всього одне чергове засідання. А купа нагальних питань не вирішено. Розмінування, розведення, обмін полоненими, відкриття КПВВ. Ми це все офіційно через посередника ОБСЄ запропонували прискорити і провести цього тижня позачергове засідання. Ну что ж, не так много остается времени до 9 декабря, чуть больше одной недели. Пане Дмитро, чего ждать? Ведь Зеленский говорил о том, что он отводил для себя год для завершения войны на востоке Украины, да, чего, очевидно, сегодня не случилось. А что будет после 9 декабря? Возможно, будут принимать какие-то непопулярные решения? Или чего ждать? Ну, тут важко сказати. Тут все ж таки це, мабуть, треба питати у людей, які мають відношення до прийняття цих рішень. Так, очевидно, що плани щодо закінчення війни, вони не виправдалися. І те, що ми бачимо наразі, навіть з приводу тих рішень, які могли би бути прийняті, навіть з приводу цих самих роботи КПВВ, там в Золотому, в Щасті, тобто це те, що могло би взагалі без всяких проблем. Тобто це свідчення того, що Москва, вона ні в який спосіб вона не готова не те, що до компромісу, навіть до ілюзії компромісу, тобто навіть до імітації його. Інший момент. Ми побачили, що Москва наразі вона зайняла ще більш жорстку навіть позицію. Тобто українські компроміси вона сприймає як проявлення слабкості. Це безперечно. Тобто от приклад, як з цією роботою КПВВ, знову ж таки приклад того, що ОРДЛО почало висувати, яка не є стороною, а є лише частиною російської делегації, почало висувати ці дорожні карти, так звані. Більше того, Москва відмовляється в будь-який спосіб брати на себе цю відповідальність і просуває той порядок денний, аби перетворити ЛНР, ДНР, так звані, на сторону конфлікту і сторону переговорів, для того, аби потім можна було оголосити Україну, що у нас іде в Україні громадянська війна. Це просто свідчення того, що ніяких просувань далі не буде. Тим більше, в принципі, і пан Кравчук навіть сам говорить про те, що єдине, що сталося, це таке от припинення вогню після 22 липня. Хоча теж, і він же знову ж таки зазначає, що це доволі умовно. Тому я думаю, що анонсувався план Б, який є, можливо, що тут буде прийняти дійсно, не те, що непопулярні рішення, ці рішення, від яких українська влада намагалася дистанціюватися, але те, що Такі, як прорива ніякого не буде, це однозначно.
Пан Артем, а есть ли выход из этой патовой ситуации, в которой сегодня мы оказались? Украина предлагает свой план совместных шагов по урегулированию ситуации, на что Россия не идет. Понятно, марионетки Кремля предлагают свою дорожную карту, заведомо невыполнимую для нас, на которую мы пойти тоже не можем, да, и вот такая вот патовая ситуация, и как бы никуда и не двигаемся. Ну, вроде как процесс идет. А что дальше? Вот есть выход, есть ли какая-то панацея? Как вы видите эту ситуацию? Ну, скажем так, выход есть всегда, да, ну, в наших условиях, вот если говорить про ту ситуацию, у нас как бы выход тот, к которому нас старательно подталкивает, это капитуляция, да, то, чего хочет от нас добиться Россия. И первым шагом к этой капитуляции должно стать признание, о чем уже говорил пан Дмитро, стороной переговоров как раз представителей ОРДЛО. На самом деле сейчас сложно сказать, какие выводы будут сделаны, да, и какой план будет сделан. Здесь действительно я согласен, что здесь необходимо задавать вопросы к тем, кто говорил о плане «Б». Здесь, скорее всего, ключевой момент все-таки должен быть один. Должно быть понимание того, что эта война, которая идет сейчас, ее невозможно закончить, тем более невозможно закончить из Киева. Да, потому что начали эту войну не мы, начала эту войну не Украина, начала эту войну Россия, и, соответственно, Украина должна быть готова к тому, что это надолго. К сожалению, в обществе в какой-то степени сложилась иллюзия о том, что эту войну инспирировали какие-то внутриполитические решения. Здесь срабатывала недостаточно и коммуникация государства с обществом. Да, сегодня нужно просто выйти, в том числе честно сказать, что, простите, наша надежда на скорое окончание войны, вы оказались несостоятельны. Мы сейчас думаем о том, как ее продолжать, да, и как выйти из нее на тех условиях, которые выгодны прежде всего Украине. Это должно сказать в первую очередь государство. Здесь должен стоять вопрос или о пересмотре Минских соглашений, какое-то апдейтирование их, приведение их в новое качество. В любом случае позиция Украины должна оставаться неизменной, то есть никаких переговоров, никаких прямых переговоров с представителями ОРДЛО, как со стороной конфликта. Трехсторонняя контактная группа — это Украина, Россия и ОБСЕ. Что касается нормандского формата, ну да, Украина имеет и может настаивать на его проведении, но опять же, наверное, есть смысл сказать о том, что не стоит излишне увлекаться, скажем так, вот ритуальной стороной, да, сколько сосредоточиться на выполнении практических задач. В переговорах о приднестровском урегулировании мягкий подход не дал результата, это не позволило решить конфликт даже в течение 28 лет. Об этом избранный президент Молдовы Майя Санду рассказала в интервью «Европейской правде». Давайте послушаем ее цитату. Ми визнали, що Придністров'я є частиною переговорного формату. Ми дали тамтешньому бізнесу той самий торговельний режим, який мають наші виробники. Зокрема, право вільного експорту до ЄС за угодою про асоціацію. Ми підписали понад 300 документів про розв'язання конфлікту тощо, але попри всі ці кроки наразі ми нікуди не прийшли. І цей наш досвід Україні може бути корисно врахувати у діях щодо Донбасу. То есть правильно ли я понимаю, что целью России является провернуть на Донбассе примерно такую же операцию, которую она сделала в Приднестровье? Пан Артема. Пан Артема. Значит, дело в том, что это действительно правда, потому что для России приднестровизация конфликта — это тот вариант, который ее бы устроил, ну, если не 100%, то 90% точно, потому что проблема Приднестровья, о чем абсолютно справедливо сказала госпожа Санду, как раз это то, что Тирасполь признан стороной переговоров
И теперь, как бы в случае даже, а Россия присутствует в качестве посредника переговоров. То есть в любом случае, если возникают какие-то спорные вопросы, Москва может всегда сказать, что, пожалуйста, Кишинев и Тирасполь, договаривайтесь сами, ну, в данном случае только посредники. И не важно то, что российские войска находятся на территории Приднестровского региона, да, и то, что Россия оказывает всяческую помощь материальную приднестровскому режиму. Главное, что в этом процессе есть две стороны, да, Кишинев и Тирасполь. Кроме того, госпожа Санду абсолютно правильно сказала относительно так называемых малых шагов, которые практики малых шагов, которые применяются в последнее время, да, потому что это вопрос не только предприятий. Например, Европейский Союз финансирует совместные проекты по развитию инфраструктуры, по поддержанию мер доверия. Уже реализовано порядка 5 этапов мер доверия. Вот новый этап, который начат с 2019 года по 2021, там выделяется 10 миллионов евро. Это предполагает собой ремонт школ, причем как на правом берегу, так и на левом, строительство автодорог и многое-многое другое. Но последний социологический опрос, который довелось и удалось провести на территории Приднестровья, показывает, что подавляющее большинство приднестровцев не видит свое будущее в Молдове, несмотря на всю практику малых шагов, несмотря на все выделяемые деньги, несмотря на то, что Евросоюз пытается каким-то образом организовывать диалог, работает с гражданским обществом Приднестровья, которое есть. Да? А надо учесть, что Приднестровское гражданское общество в той или иной сфере все равно находится под контролем Комитета госбезопасности Приднестровья. Это тот сценарий, который пытаются, и мы должны видеть, навязать нам, и мы должны видеть в Приднестровье сегодня вот то зеркало, да, в котором отражение нашего возможного будущего, если мы пойдем на уступки. Пане Дмитро, вот как вы считаете, победа на президентских выборах Молдовы проевропейского лидера, вот последнее ее заявление относительно Украины, Крыма, которое она окрестила очень четко, да, вот эти заявления о том, что с Приднестровья должны выйти российские военные, как-то в целом повлияют на ситуацию? Что-то может измениться? Ну, за великим рахунком, таке буває доволі регулярно. Ми просто треба згадати, що влада в Молдові, по-перше, змінюється. Це цикл проросійський, проєвропейський. Знову ж таки, і сам пан Додон на початку свого правління він був не такий уж прямо однозначний. Да, він одразу сприймався як проросійський, але заяви були різні. Тут так, тут, я думаю, в даному конкретному випадку ми маємо ситуацію, коли дійсно до влади прийшов проєвропейський президент, і президент, який чітко усвідомлює, але є практика, да, є стала практика, яка склалася. Росія не виконує вже там 15, здається, чи 16 років рішення там Стамбульського саміту з приводу того, що її війська мають туди піти. Є, от я вважаю, що пан Артем дуже слушно все от зауважив з приводу того, що так, нас підштовхують саме під цей сценарій. І от в Молдові ситуація склалася в такий спосіб, парадоксальний, що так звана миротворча операція Російської Федерації, вона взагалі, це не операція ООН, це не операція ну, якась в такому міжнародному форматі. ОБСЄ, це, ну, в принципі, це паралельні процеси. Тобто, з одного боку існує ця оперативна група російських військ, з іншого боку існує ОБСЄ, яке, в принципі, це, ну, так, вони співіснують, да, і вони, більше того, от проводять всі ці процеси щодо підняття там мір довір'я, да, там це все є. І у нас наразі, от якщо прочитати те, про що пише пан Гармаш, у нас дуже подібні ситуації. Тобто ОБСЄ, ну, воно так толерує, в принципі, або так нейтрально ставиться до того, що не ставить на місце Російську Федерацію з приводу того, що вона не хоче брати на себе, визнавати за свої ці пропозиції, які висунуті нібито від ДНР, ЛНР, так званих. Да? Тобто, і отут от ситуація так, вона дійсно схожа. Тому я думаю, що так, це позитивні сигнали однозначно для України. Це те, чим ми можемо виступати єдиним фронтом щодо окупанта. Але зміни
вони можуть відбутися тільки безпосередньо от щодо окупації Російською Федерацією Придністров'я. Вони відбудуться тільки з огляду на ті великі зміни, які взагалі відбуваються у світі. І от Карабах це було одне свідчення. Да, вот про большие изменения хотела с вами еще поговорить, потому что многие убеждены в том, что хорошим сигналом для Украины является победа Джозефа Байдена на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Хочу обсудить с вами еще США и судьбу Северного потока-2. Вот сегодня появилось такое сообщение, что если Конгресс США предусмотрит новые санкции против Северного потока-2 в оборонном бюджете на 2021 год, это будет победой для украинских лоббистов, которые добивались остановки строительства российского газопровода. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal. Вместе давайте послушаем. Якщо ці санкції будуть введені, вони можуть зірвати підтримуваний Кремлем проєкт, який, як застерігає американська сторона, розширить вплив Росії в Європі. Це також стане перемогою кількох українських чиновників, які вважали трубопровід загрозою для своєї країни і працювали за лаштунками в Вашингтоні, щоб зупинити його. Пане Артема, какова вероятность того, что в оборонном бюджете США, который должны принять уже в этом году, до конца этого года, будут предусмотрены новые санкции против Северного потока-2, и насколько они сделают невозможным завершение его строительства? Давайте так, будем считать, что уже и сейчас очень много сделано Соединенными Штатами для того, чтобы это строительство не состоялось. Надо сказать, что здесь же присутствует не столько и не только украинский интерес, да, сколько здесь присутствует все-таки интерес американский, конкретно американский интерес, в частности продвижение на рынке сжиженного газа Соединенных Штатов. И это касается, с одной стороны, как стран Балтийского моря, да, мы знаем, что и в Польше, скажем, активно это развивается. Но кроме всего прочего, надо сказать, что США активно работают не только с ними, а и работают и со странами Черноморского региона. Вот предыдущая администрация Дональда Трампа, она как раз отказалась от сотрудничества в рамках многонациональных институтов, таких как НАТО, да, а больше сосредоточилась на двухсторонних отношениях и выстраивала эти двусторонние отношения с Польшей, выстраивала отношения с Румынией, с Болгарией. И в этом как бы был ее как бы и плюс, да, и в какой-то степени минус, но плюсов было больше, потому что страны, в том числе и Балтийские, и Север, и Черноморского региона, они все-таки с этого получили определенную поддержку, в том числе военного характера. Поэтому, да, мы можем, я так думаю, что политика санкций в отношении России, в отношении Северного потока, она продолжится. Я думаю, что можно ожидать также и, скажем так, оживления участия США в НАТО, да, которое было немножко все-таки приостановлено в связи с, опять же, с позицией, в том числе высказанной Дональдом Трампом. Поэтому для Украины это скорее позитивная новость. И самое главное все-таки, что нам вроде как удалось сохранить двухпартийную поддержку Украины и не дать себе втянуть в противостояние, внутриполитические противостояния. Пане Дмитро, а как вы считаете, вот как сложится судьба Северного потока-2 и какова вероятность того, что все-таки она превратится в такую индустриальную руину на дне Балтийского моря? Ну, я гадаю, що тут дійсно ці санкції, вони дійсно будуть продовжені, тому доля цього Північного потоку-2, вона не буде так аж ніяк нещасливою для саме цього проєкту. Тут просто стільки вже дійсно було зроблено Сполученими Штатами для цього, аби цей проєкт не стався. От буквально ми і зараз бачимо, що із цього проєкту уходять, йдуть різні виконавці європейські, да, які бояться тут і там і геодезія, і там і будь-хто, да, ті, хто забезпечує. Тому так, дійсно, це і знову ж таки це інтерес Сполучених Штатів. І є ще один цікавий момент. Да.
тут дуже така цікава тональність цій статті, що деякі з українських чиновників будуть радіти. Тут, по-перше, ми можемо радіти, що так Україну сприймають як впливового гравця. Це один момент. І хай тут насправді інтереси Сполучених Штатів більше зіграли, але хай буде так, хай сприймають так. Це один момент. І другий момент, що насправді є оцінки в Російській Федерації, які говорять про те, що в принципі ті, хто хотів отримати свої гроші, відкати, вкрасти щось, він уже виконавці побудови цього Північного потоку-2, він уже давно усвідомив те, що його не буде. Ну, про це говорить, наприклад, Михайло Крутіхін. Більше того, це інтереси цих виконавців є, вони аж ніяк не співпадають з інтересами, власне, Путіна. Хоча от просто, тут вже вмикається цей імперський принцип. Вони би і раді вже були відмовитися від цього проєкту, але от приблизно як було з Кримським мостом. Його складно, це надто напружує, але вони все рівно будуть битися за нього до кінця. Хоча те, що цей проєкт навряд чи буде введений у дію, і більше того, якщо навіть буде введений у дію, він буде, уже є збитковим для Російської Федерації, це більш ніж очевидно. Але логіка імперії, вона є безжальною. Вони будуть намагатися зробити це до кінця, оскільки престиж. Джозеф Байден, новоизбранный президент США, по предварительным данным, неоднократно говорил о том, что приоритетом во внешней политике для него будет помощь Украине, в частности, в сопротивлении российской агрессии. Пане Артеме, как вы думаете, вот в чем конкретно это может проявляться? Возможно ли, что вот те санкции, которые уже несколько лет висят на сайте Белого дома, санкции, которые принял Конгресс США, который блокировала администрация Дональда Трампа, будут все-таки имплементированы? Я думаю, что вполне возможна имплементация этих санкций. Вместе с тем, я бы все-таки не был бы, наверное, приверженцем такой эйфории, да, которая охватила и отчасти экспертную среду, а чаще всего, скажем так, патриотический сегмент, да, в связи с победой Джозефа Байдена, потому что в конце концов подавляющее все-таки в основном все-таки зависит от усилий Украины, это в первую очередь, да, если мы будем полагаться только исключительно на поддержку Соединенных Штатов, я не думаю, что и тем более, скажем, возлагать завышенные ожидания. Я думаю, что мы очень скоро испытаем разочарование. Давайте не будем забывать, что и предыдущая демократическая, да, администрация Обамы все-таки не проявила в свое время должной решительности по отношению к России. С другой стороны, принято у нас критически относиться к администрации Трампа, но тем не менее целый ряд важных шагов, которые были на пользу Украине, в том числе поставка летального оружия, поставка тех же джавелинов, это было все-таки результат действия республиканской администрации. Поэтому я думаю, что мы все-таки должны внимательно, с одной стороны, внимательно следить за тем, что происходит в Соединенных Штатах, с другой стороны, все-таки не связывать чрезмерные надежды на то, что только поддержка Соединенных Штатов окажется решающим фактором в нашем противостоянии с Россией. Не забываем, что у США есть свой национальный интерес. Безусловно. Пане Дмитро. Я думаю, що в цьому плані, так, тут, ми, по-перше, мусимо пригадати 2014 рік, коли, здавалося, да, що от зараз, оскільки є порушення, таке просто цинічне, да, порушення міжнародного права, окупація Криму, потім оцей відмова від визнання своєї провини зі збиття літака рейсу MH17, Російська Федерація
все рівно робила потім те, що хотіла. Ну, не зовсім так, да, однозначно, але реакції цих санкцій, які мали б бути, да, ми так до кінця тоді і не отримали. Тобто, тому так, ну, можна говорити інші люди, інша політична сила у влади, але дійсно варто очікувати, що навіть ці санкції з пекла, яких ми тут чекаємо щодо Російської Федерації, по-перше, ну, є інтереси Сполучених Штатів, є інтереси конкретних людей, є інтереси конкретних бізнесів, тому навряд чи вони одразу будуть прийняті прямо от в тому вигляді, який є, да. І все ж таки, ну, скоріш за все, ми побачимо дещо обмежене. І є ще один момент. Якщо Російська Федерація, ну, їй складно реагувати безпосередньо на Сполучені Штати, але те, що Україна має готуватися до подальшого протистояння з Російською Федерацією, оскільки ну, їй Росії легше воювати проти України і при цьому оголошувати, що наразі вона воює зі Сполученими Штатами. Да? Тут в будь-якій сфері, я не кажу саме про військове протистояння, тому тут я думаю, що перша реакція на на ускладнення, які виникають через прийняття рішень Сполученими Штатами у Російській Федерації, будуть саме щодо України. Тому треба готуватися до цього. Ну вот последнее еще, что хотела спросить. Вот победа Джозефа Байдена на президентских выборах США, победа Майи Санду на президентских выборах Молдовы, события в Нагорном Карабахе и деоккупация Азербайджаном своих территорий, которые были под оккупацией на протяжении 30 лет, протестная Беларусь, события в Украине и так далее. Вот нет ли у вас ощущения, что сейчас все меняется, и на Россию оказывается такое давление со всех сторон, пане Артема? Или же все-таки я пытаюсь найти какие-то такие позитивные сигналы? Ну, это абсолютно нормально искать позитивные сигналы во всем. На самом деле мир меняется не только сегодня, мир меняется со времен финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. Просто, ну, есть определенная историческая закономерность, что политические изменения происходят, ну, через определенный период уже после экономического кризиса. Но экономический кризис оказал, безусловно, событие, и все, что у нас, как бы, это вначале была арабская весна, если мы вспомним, да, события арабской весны, когда пали целый ряд диктаторских режимов и ситуация в Сирии. Потом это в конечном итоге в той или иной степени докатилось и до нас, потому что кризис затронул и Украину. Вот. И сейчас, да, то, что происходит сегодня, это, безусловно, изменения, потому что нет ничего незыблемого, в том числе режим Лукашенко, который оказался до последнего момента оказался абсолютно незыблемым. Оказалось, что белорусы, на самом деле, далеко не все белорусы удовлетворены в этой стабильностью, которая сегодня существует под батькой. Что касается Молдовы, ну, как более близкого мне предмета, я бы все-таки не стал бы ставить победу Майи Санду в один ряд, к примеру, да, при всей значимости данного события, ну, хотя бы потому, что Молдова все-таки парламентская республика, и президент там не имеет таких серьезных полномочий. Да, это но сейчас там планируются досрочные парламентские выборы. Да, это моральная победа. Да, это моральное, точнее, поражение России. Это важный сигнал, но опять же, Молдова довольно-таки имеет свою специфику, и там действительно, как пан Метро вспоминал, что там достаточно циклично сменяются то пророссийские, то меняются на прозападные, но это не ведет к каким-то радикальным, к сожалению, изменениям в экономическом и политическом плане в той же самой Молдове. Поэтому сейчас Майя Санду связывают такие серьезные. Что касается Карабаха, ну, здесь мы скорее видим даже усиление роли Турции как одного из региональных игроков, некого даже возвращения определенных исторических, да, параллелей, если мы вспомним про историческое значение Османской империи. Турана. Да, ну, можно и даже и Турана при желании, но в данном случае Османской империи, учитывая, что неоосманизм является своеобразной идеологией современной Турции. Вместе с тем,
я бы не стал бы переоценивать. Опыт Карабаха интересен в первую очередь как новый тип войны, который применяется сегодня, и, насколько известно, Украина сегодня, украинские военные этот опыт уже учитывают, изучают, но, тем не менее, опыт Карабаха, опыт Азербайджана, к сожалению, не может быть применен ни, к примеру, к Украине в современных условиях, немножко другие условия, враг другой, ни к условиям Молдовы, где вообще не рассматривается ни при каких условиях не рассматривается силовой вариант решения вопроса. Пане Дмитро, а ви як думаєте? Ну, знаєте, я б теж хотілося б вірити, знати, що от стискається кільце навколо Російської Федерації. Тут є такі певні люди, які про це казали, там про план Анаконда по удушенню взбісившейся бензоколонки. От, я думаю, що деякі процеси насправді вони просто є глобальними, як приблизно, як от правильно пан Артем зазначив. Тобто ці речі, які відбуваються просто з огляду за логікою просто от глобального розвитку людства. Да? Тому тут не варто іноді переносити все на так, звичайно, у нас україноцентричний погляд, і це теж є вірним. Але те, що саме в контексті оцих глобальних перетворень, в контексті існування імперій, Російська Федерація почала, вона слабне, вона слабша. І тут саме завдяки цьому проявилися інші тенденції, тобто вона слабша, вона стає, при цьому продовжує бути агресивною, просто така і логіка її існування, але так само і є реакції безпосередньо на її такі дії, то тут я думаю, що просто, ми зараз не на початку десь на певному вже етапі процесу, коли тут є кількісні зміни, які переходять просто в якісні, і будь-яка вже така глобальна зміна, яка відбувається у світі або навколо Російської Федерації, вона в будь-якому разі може стати доленосною для неї. Тут саме це ми спостерігаємо. А наше завдання України, оскільки це просто питання виживання, спрямовувати ці процеси в потрібний для нас бік. Дякую дуже. Дуже дякую вам. Чох Сахов, у нас Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, та Артем Филипенко, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, були з нами на прямому зв'язку. Чох Сахов у нас. Ну а я вынуждена с вами попрощаться. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм» Муждабаев. Уже через несколько минут у него в гостях будет Антон Драбович, голова Українського інституту національної пам'яті. Не пропустите. Коршкенч.